В ньому він пообіцяв прийти на засідання Конституційного суду, яке завтра розглянутиме його рішення стосовно розпуску Верховної Ради України. Це, до речі, перший в історії розпуск Ради посеред інаугурації. Давайте послухаємо, що сказав президент. Всім привіт. Завтра Конституційний суд України буде розглядати питання розпуску парламенту. Ви знаєте, і мене запросили на це засідання, і це буде вперше за 28 років історії незалежної України, коли президент прийде на засідання Конституційного суду. Саме так буде, а не навпаки, коли хазяїн визиває своїх слуг, своїх суддів до себе в кабінет. Обов'язково буду. Ми впевнені в нашій юридичній позиції, але найголовніше – це моя позиція як президента. Коли я розпускав парламент, це був величезний і є величезний запит українського народу, волі народу. Я завжди її буду захищати. Я вас підтримую і відчуваю, і завтра буду відчувати вашу підтримку. Засідання Конституційного суду о 10-й ранку. Ось так заявив президент. Як ви думаєте, яке рішення буде Конституційного суду щодо розпуску Верховної Ради? Я думаю, для народного депутата неправильно прогнозувати рішення суддів Конституційного суду, хоча там є ще люди Януковича, люди Порошенка, тобто судді залежні і корумповані. І в мене на них зуб за скасування мого закону про покарання за незаконне збагачення. Я вважаю, що судді просто на себе приміряли цей закон, побачили, що не можуть пояснити майно, і вирішили його скасувати. Але я думаю, що навіть якщо вони порушують закон, ми маємо демонструвати приклад законослухняності, тому я не хочу жодним чином тиснути на суд, якось прогнозувати їхнє рішення. Я скажу власну думку. По-перше, я зараз тільки організовую нову політичну силу, і ми не встигнемо по-справжньому, по-чесному, по-нормальному це зробити до дострокових парламентських виборів. Але по-друге, я вважаю, що в парламенті нинішньому справді немає стійкої коаліції з тих часів, коли ми разом з колегами по «Самопомочі» залишили коаліцію в лютому 2016 року. Через збереження корупції, через призначення генпрокурором тоді ще Шокіна, через підписання тих самих Мінських угод, які ми вважали заготовленою для України пасткою Путіна. Ми тоді вийшли з коаліції, і з тих часів справжньої коаліції «Європейська Україна» в парламенті не було. Блок Петра Порошенка, найбільша сила парламенту, Народний фронт, їхні партнери, вони проводили рішення за допомогою різних уламків партії регіонів. Вони так і уряд Володимира Гройсмана призначили, і Шокіна поміняли на генпрокурора Луценка. Коаліції фактично не було. Тому, хоча мені особисто не вчасно зараз проголошення президентом Зеленським дострокових виборів, але як людина, яка намагається всім законам слідувати, незалежно вигідно мені зараз чи ні, я вважаю, що у нього були для цього конституційні підстави. Яке рішення прийме Конституційний суд, це вже, звісно, відповідальність і повноваження, юрисдикція саме конституційних суддів. Я би не хотів на них тиснути власним передбаченням. Але минулого тижня пан Тетерук заявив, що в них є офіційні списки коаліції, яка була створена за депутатів-мажоритарщиків. Що ви думаєте? Що... Ну, по-перше, цих списків ніхто не бачив. Крім Тетерука? Ви пам'ятаєте, що ми в Раді навіть казали про це. Покажіть, хто є в коаліції. По-друге, можна взяти будь-яке голосування з лютого 2016 року. Не було ніколи у Народного фронту і блоку Петра Порошенка достатньо власних голосів. Ну і по-третє, слухайте, це моя донька, другокласниця, легко вирішить цю задачку. Треба взяти кількість депутатів в блоці Петра Порошенка, в Народному фронті скласти там менше 226 людей, про що ми говоримо. Повторюся, з точки зору Єгора Соболєва, політика, творця нової політичної сили,
Дочасні вибори – це для нас зарано. Ми не встигнемо знайти достатньо дієвих і принципових людей. Але з точки зору Єгора Соболєва, законослухняного громадянина, народного депутата, який має з себе починати виконання закону, я вважаю, що є конституційні підстави для розпуску цього парламенту, де я чесно і відповідально працював, про що сьогодні навіть рух «Чесно» заявив. Щодо виборів, парламентських виборів, так, як вважаєте, новий парламент, який обиратимуть через півтора місяця, так вже? Якщо завтра Конституційний суд вирішить так. І як ви вважаєте, який буде парламент? Він буде проукраїнський, буде мати вектор НАТО, Євросоюз. І чи це буде більш такий проросійський, якщо ми бачимо ці опоблок, який теж є один з лідируючих на парламентських виборах? Більшість українців сьогодні за демократію, за розвиток свобод, прав, доброчесності в управлінні державою. І будь-який парламент, який буде намагатися йти всупереч цьому, як і будь-який президент, вони приречені на дуже швидкий провал. Навіть якщо в Раді буде багато депутатів, які там потайки будуть мріяти про незаконне збагачення і дружбу з Російською Федерацією, їм просто суспільство не дозволить. Це треба розуміти. Україна як суспільство, як країна просунулася набагато далі, ніж Україна як держава. З точки зору роботи наступного парламенту, мене хвилює одна річ, яка дуже сильно заважала цій Раді. Це коли порядні люди йдуть в одних списках разом з непорядними людьми. Як правило, непорядні люди використовують порядних, а не навпаки. Ну так вже стається. Чому я взявся за творення нової політичної сили? Я хочу, щоб можна було покластися на будь-якого однопартійця. Я знаю по роботі тієї самої «Самопомочі» і в цілому роботі парламенту, що кожен депутат Верховної Ради перебуває під великим тиском. Це і репресії, це і підкуп, це і обрехування, це і просто тиск людини, яка змушена приймати важкі рішення від проголошення воєнного стану до формування вимог до Генерального прокурора. Це серйозні рішення, і ти маєш брати цю відповідальність. Тому, коли, скажімо, 50% людей класні, а 50% людей шахраї, в цілому всі будуть звертати увагу на шахрайство. Тим більше, що, будемо чесними, шахраї мають підтримку олігархів з їхніми медіа і грошима, і шахраї мають підтримку Росії. Насправді Кремль дуже допомагає і дуже зацікавлений, щоб в Україні зберігалася топ-корупція, щоб в Україні зберігалася несправедливість. Бо так Путін розраховує, що українці розчаруються у власному вмінні управляти своєю державою. Так, як розчарувалися кримчани. Давайте будемо чесно про це говорити. Тому наше завдання – не розчаровуватися, шукати класних, добрих людей, виганяти їх до заняття політикою. І це те, що мене тішить. Я бачу, що до нової Ради зібралося багато порядних, принципових людей, які добре себе проявили в своїх професіях до політики. Я думаю, що це дуже класно. Основна проблема України в останні 800 років, що якраз такі порядні і принципові люди ухилялися від управління власною державою. Зараз, слава Богу, ми ламаємо це історичне прокляття. Єдине, повторюся, мій політичний заповіт всім цим новим людям, що не давайте себе використовувати шахраям, бо це прямий шлях до поразки. Дуже дякуємо вам, що прийшли к нам на ефір. Єгор Соболєв був гостем нашої студії, народний депутат України. І ефір телеканалу АТR продовжує мій колега Айдер Муждабаєв, програми «Прайм Муждабаєв». Залишайтеся з нами.
торгівля чорним паливом. Як працює нелегальний ринок газу та нафтопродуктів в Україні? Скільки нелегальних заправок на карті країни? Що робить влада у боротьбі з тіньовим бізнесом і які існують методи протидії та ліквідації схем? Про це говоримо в новому випуску програми «Бізнес і влада» у вівторок о 21-й на телеканалі АТР. Мы приняли решение, что можем рекомендовать своих кандидатов и другие близкие политические партии, которые отстаивают те же практические идеи, цели укрепления нашей национальной и государственной независимости, восстановления территориальной целостности, уважения к правам человека. Ми прийняли те рішення і, повірте мені, кожну кандидатуру, якщо ця кандидатура і не є членом Меджлісу, ми рекомендували тим політичним силам, які хотіли би бачити ту чи іншу людину в своїх лавах. І без нашої рекомендації ніхто нікого не запросив. Я дуже сподіваюся, що в кінцевому результаті ми будемо мати представництво кримських татар в парламенті України, ну, як мінімум, вдвічі більше, ніж маємо сьогодні. Почему я, собственно, всем этим решил заниматься здесь? Только за произношение не ругайте. Коли ти багато років займаєшся улюбленою справою, а адвокатура для мене безумовно улюблена професія, то розраховуєш на те, що колись ти будеш заходити в суд і розуміти, що він може бути справедливим. На жаль, в Росії це поки що неможливо. Але я впевнений, можливо в Україні. Это будет своего рода такое правовое, скажем так, правовое возвращение Крыма в те правоотношения, которые возникают в Украине. Сейчас это как отрезанный ломоть. Люди туда переезжают через админграницу и оказываются в другой реальности. Я хочу, чтобы была дополнительная связь, которая позволяет удерживать Крым в орбите Украины. Сегодня произошло такое событие, были массовые, принимают. Вот сидим, ждем. Только уже спустя 2-3 часа приняли ее, начинают оформлять документы. Добрый вечер. В эфире «Прайм» на телеканале АТР. Это время, когда мы приглашаем наиболее интересных собеседников, говорим о наиболее важных для страны событиях. Сегодня у нас такой гость. Это журналист, блогер, общественный деятель, даже можно сказать, телеведущий Сергей Иванов. Привет, Сергей. Добрый вечер. Сергей – человек, который работает в том числе на канале «1+1» в программе «Право на Владу». Вы, конечно, все его знаете. Но, тем не менее, Сергей нельзя назвать заангажированным человеком никоим образом, потому что он как бы не в восторге ни от каких политиков. Я правильно говорю? Да. Вот, поэтому тут у нас в комментариях к анонсу писали, что будет там хайп какой-нибудь, там теплая ванна, горячая ванна или там какие-нибудь склоки. Ничего этого не будет. Мы будем анализировать то, что происходит в стране и выбранную кампанию, как журналисты, как люди, которые смотрят за тем, что происходит у нас.
Я напомню, что у нас есть возможность разговаривать, задавать вопросы гостю. Это по вайберу плюс 38 073 419 4158. И даже можно по Skype выйти в эфир самому лично. Это skype atr.tv. Так что давайте звоните и доучайтесь. Что хотелось бы первой темой взять? Я, естественно, привык к тому, что происходит совсем рядом до эфира, то и обсуждать сразу. Сегодня прошел митинг около АП. Зеленский же открыл ворота, и теперь там, я там был 2 раза, там то какие-нибудь сидят люди, там, не знаю, пиво выпивают, кто-то протестует, играл музыкант на ступеньках. Я видел, значит, для прохожих прямо в АП, вот прямо в АП. А сегодня туда пришли много народу, ну, не знаю, говорят, что 1000 человек, может быть, даже больше. Вот, и акция называлась «Нет капитуляции» и так далее. Я хочу, чтобы сюжет небольшой посмотрели и обсудим, что происходит. Единственный результат прекращения огня и отвода артиллерии уже почувствовали наши солдаты. Пресс-центр АТО подтверждает, что уже 2 недели тяжелой артиллерии бьют позиции наших солдат. 2 недели на головы наших защитников сыпятся снаряды. И что говорит главный наш президент? Что он говорит? Что Россия виновата? Нет! Он говорит, что Россия потеряла контроль над повстанцами, или боевиками, или как он там их называет. То есть наш главнокомандующий не в курсе, что корпуса ЛНР и ДНР управляются российскими генералами. Президент з вікна це побачить, а не на тобі. Вы все видели, это было только что, буквально там час-два назад. Там были лозунги «Нет капитуляции», там прилепили, даже потом, правда, ее оторвали, по-моему, полицейские, табличку вместе напротив надписи «Президент Украины», губернатор Малороссии с российским гербом. Там таким образом такой жесткий политический троллинг в отношении президента Зеленского, ну и так далее. Были там кричалки всякие и все такое прочее. Что это такое, зачем это и нужно ли так делать, учитывая то, что действительно некоторые заявления президента, они, ну, скажем так, вот про контроль над боевиками, что Путин утратил и так далее, они как бы, ну, не в попад, да? Но я сам, в общем-то, высказывался по этому поводу. Что происходит? Происходит демократия. То есть это банальный, но абсолютно точный, наиболее приближенный к реальности ответ. Кто бы ни стоял за людьми,
Я я не исключаю, что есть там определенные люди ангажированы политическими силами. Но это не за деньги, конечно. Я говорю, да, есть ангажированные политическими силами. Я думаю, что абсолютное большинство пришло, исходя из из своих убеждений каких-то. И то есть это обычная демократия, и это круто на самом деле. Это абсолютно по-европейски, это цивилизованно, когда люди, которым есть что сказать, приходят к администрации президента и говорят. И им никто не мешает. Им не мешает забор, им не мешает кольца спецназа, полиции, УДО, переодетых оперативников Службы безопасности Украины и так далее, и так далее, и так далее. И даже никто не, насколько я смотрел эти все стримы, насколько я понимаю, то есть даже там нет, по-моему, не задержан, то есть вообще Нет, даже там жесткача не было, там были какие-то столкновения на уровне, там кто-то кого-то оттолкнул, и там полицейские, видимо, сдирали табличку и так далее. Но в принципе, да, ты прав. Ну, что ты думаешь, не закроет Зеленский ворота теперь после этого? Но если закроет, значит слабак. А вот так вот. Ну, я да? считаю, да. Я считаю, что если ты уже сказал, то все. Ну, то есть это уже вопрос не столько к президенту, сколько к мужчине. Если ты сказал, то ты должен сделать. А насколько я знаю Владимира, знакомы мы, в принципе, давно, больше 20 лет. Да, это еще все сейчас очень... расспрошу тогда. Да, с КВН сразу. Ты играл? Говорю. Да. Да, никто не без греха. Ну, вот в чем его сложно было упрекнуть, так это в том, что он не отвечает за свои слова. Ну и, скажем, это не трусливый поступок пойти президенту Украины вот в такой ситуации, на самом деле. Ну, это уже можно по-разному к этому относиться. Я думаю, да. Ну, у них и первая команда называлась Криворожская шпана, вот эти стилистика-то. Да. Но с другой стороны, это, конечно же, накладывает некий ментальный отпечаток. И то есть я здесь вижу сплошной позитив. Как из того, что Зеленский приказал избавиться от забора, так и то, что люди приходят. Это круто. Мне это напоминает, например, но перед Белым домом есть, конечно, ограждение, но мы все-таки не будем сравнивать по влиятельности нашей страны, и количество угроз для Соединенных Штатов и для Украины. А я не помню, ты ходил на эту встречу с Зеленским off the record, Нет. без записи? Нет. А тебя не звали? Нет. А по какому принципу звали? Я понять никак не могу. Я тоже не могу понять. У меня ходили знакомые мои, там Сережа Щербина. Ну ходил, да, это наш твой знакомый, некоторые еще были. Их обзванивали, насколько мне известно. Но я не хочу говорить за других, потому что я вообще не знаю, честно Но для говоря. тебя, в принципе, личное общение с ним, узнать как человека тебе его не нужен, ты его знаешь как человека. Я думаю, да. Довольно близко или как? Ну, нормально, да, мы были на «ты». Ну, это самая большая тайна, на мой взгляд, для всех, да, что он за человек. Потому что, понятно, что в политике неопытный, что все может быть и сказать что-то не так, и сделать не так может, просто в силу того, что он вообще из другой, даже не будем говорить, что он ангажирован там кем-то, чем-то там, что он идеологически не такой, там ему предъявляют все что угодно, но действительно, вот если нас с тобой сейчас выпустить, я не знаю, куда-нибудь в философскую конференцию какую-нибудь, наверное, мы там наговорим херни, извините за выражение, да? Да, он нормальный человек. Как человек нормальный? Он нормальный человек, и об этом говорит не то, что у нас там какое-то там более-менее совместное прошлое, я бы тоже не переоценивал, потому что мы дружили просто командами и знакомы очень давно, это правда. А твоя команда в Луганском? Да. Но об этом говорят многие его поступки. Например, я ему очень благодарен за то, что он после того, как началась война, он забрал фактически и трудоустроил здесь огромное количество луганчан, моих друзей, моих знакомых, которые живут здесь уже 6-й год семьями, получают в портале зарплату, работают сценаристами, кто логистами, кто сценаристами, на разных абсолютно участках этой корпорации. И, то есть это все люди, которые поддерживали взаимоотношения. И это конкретно он все это сделал, это очень круто. А вообще в его списке, я к спискам потихоньку перейдем, там есть луганские и донецкие? Ты не видел Есть своих Максим знакомых? Ткаченко, директор квартала концерта. Это квартал концерт, по-моему, называется структура. Но они беженцы или давно приехали?
Ну, я не знаю, когда конкретно он переехал, он давно с ними, я знаю, сотрудничал, но он такой просто менеджер, как бы нормальный Меня менеджер, беспокоит, знаешь, что? сделал успешный бизнес. Я о чем хотел спросить, о представительстве, вообще представителей оккупированных территорий, да? Вот, ну, крымских татар я могу определить по именам, да, что, а кто, ты видел вот в списках партий, вот кто в Раде будет с оккупированных территорий, с Ордло? Беженцы именно, не ранее выехавшие, а вот именно беженцы от войны. Есть тут такие? Люди есть, конечно же, вот, но я не знаю, кто будет в Раде, потому что многие идут как бы, ну не многие, а те, кто идет, некоторые из них представляют партии, которые заведомо не проходят, да, вот как сегодня кто написал, Миша Ткач написал, по-моему, да, из программы «Схемы». Вот, что, судя по всему, силе людей можно уже одеваться обратно. Вот. Ой, я хотел показать это в конце, но я прошу редакторов показать сейчас этот постер. Я там некоторых людей знаю из изображенных. Там постер сейчас покажут наши редакторы. Он в Фейсбуке был, не знаю, где еще был. Там, вы меня слышите, редакторы? Вот, давай. Нет, не это показываем мы. Мы показываем сейчас, мы говорим сейчас о партии «Сила людей». Вот этот плакат их. Сила людей, слуга народа созвучно. Созвучно, да, у нас запутались. Вот это, да, мы вам покажем. Но я не знаю, как ты оценишь такую агитацию политическую? Ну, я вообще считаю, что эпатаж это хорошо всегда. Хорошо. Ну, я такой человек, что да. Я считаю, что уже время проводить вот этих вот людей с монументальными проборами и с комсомольским прищуром на пенсию. Вот. И я считаю, что это неплохо на самом деле. Про Гройсмана. Почему про Гройсмана? Потому что вот его Facebook, вообще все, что о нем есть в медиа, это такой вроде молодой, он моложе нас с тобой, он, по-моему, там вообще 78-го, по-моему. Ну, да, молодой, он даже тебя моложе, меня точно моложе намного, да? Но успешнее, насколько заметить. Не будем завидовать, мы сейчас не так про это. Нет, да. не завидую. Ну вот. И, короче говоря, все его ролики, это сенокосилки, он там в комбайне, он там... И так это не вяжется с его обликом, он со сварщиком сегодня, с мальчиком перепуганным, значит, стоит. И вот это как раз такой пиар, который, мне кажется, вот просто в минус все уходит просто. Дело в том, что когда ты в 2019 году нанимаешь себе в пиарщике убогих жлобов, извини меня просто по-другому, у меня нет, я не знаю, кто у него занимается. Ты по результатам деятельности? Да, я по результатам деятельности. То есть у него в команде очень много достаточно креативных людей, тут многих я знаю, не хочу озвучить фамилии и делать комплименты. Вот, но тем не менее, у него есть очень много таких крепких прямо менеджеров, которые могут вести компанию и которые явно, так сказать, сканируют ноосферу, да? А что они мне не скажут, что нельзя так пиариться? Почему так, я не знаю. Знаешь, у меня есть одна идея. Извини, понимаешь, просто вот в этих всех вот кланах, да, таких управленческих, вот, никогда не стоит недооценивать роль, например, семьи. Откуда мы знаем, кого он слушает? Может, он слушает не своего советника по пиару, а тещу, да, которая на Печерских Липках страдает. Вот, как писал Ерофей Венедикт, читай безысходность. У меня есть одна идея насчет Гройсмана. Дело в том, что у него, так говорят социологи, по крайней мере, и мои знакомые рассказывают, у него поддержка есть среди бабушек сельских. Там пенсии платятся. Он такой, но сельские бабушки вряд ли постоянные посетители Фейсбука, где идут вот эти вот сенокосилки с вертикальным взлетом, вот, где он ходит среди комбайнов там, и станков. Да. Фейсбук это как, я не знаю сегодня, как что. Это очевидно вот как iPhone, наверное, да, вот для многих. Это аксессуар. То есть нужно, говорят советники, нужно быть представленным в Фейсбуке. Вот давайте, вот сделаем вам пару фоточек, тут инстаграмчик, тут Фейсбук, и СММщик будет, соответственно, это все раскручивать. А вот тот человек, который это все придумал, который ведет, получает не слабые, в общем-то, деньги. Я знаю, что там ходили слухи о цифрах. Это не конкретно о Гройсмане, это вообще вот о людях, которые занимаются вот соцсетями политических партий, там, и о суммах $5000. То есть это не считая проектов, один человек, который руководит этим
направлением. А что там нужно? Да, там набрать фоточек где-то, выложить откуда-то из какой-то поездки и так далее. То есть работа там, откровенно говоря, не пыльная, поэтому люди очень быстро как бы теряют, да, вот, пропадает у них огонь в глазах, и они начинают заниматься ерундой абсолютно. Вот. И я говорю, поскольку Facebook является каким-то атрибутом, вот для таких людей, то они прекрасно понимают, что выигрывать выборы придется не Фейсбуком, не какими-то креативными идеями, не какими-то нестандартными, возможно, политтехнологическими ходами, а банально засеванием Участков, бабушкиных ну, дворов, да. да, гречкой на 3 метра вверх. Вот скажи, что касается Фейсбука, ну и других соцсетей. Ну, во-первых, странная история. Фейсбука 13 миллионов пользователей в Украине. Это очень много. Ну да, Это столько, сколько избирателей фактически. ну, да. да? Это отдельный ресурс. Да, и тем не менее, Facebook был, ну, в большинстве своем, он не поддерживал, наверное, Зеленского, да? Ну, точно там не было 73%, да? А страна проголосовала по-другому. Вот кто голосовал? Телевизор, холодильник, Facebook, Instagram. Вот как ты думаешь? Ну, я думаю, голосовали люди против Петра. Это главное. То есть я думаю, что из 73% как минимум 30 в антипатии к Петру. Возможно, даже больше. Наверное, больше. Да, плюс телевизор проголосовал, ну, конкретно сериал «Слуга народа». Вот люди поверили в эту фантазию, в эту мечту, да, возможно, о том, что может приехать Голобородько на велосипеде и все сделать. А в соцсети я, собственно говоря, я так не верю. Как по мне, очень серьезная ошибка технологов Петра Алексеевича Порошенко, а возможно и самого Петра Алексеевича Порошенко, просто зная... Но он любит всем управлять. Да, зная стиль его управления, да, что он там никому ничего не позволяет делать самостоятельно практически. Они почему-то решили, что их избиратели в Фейсбуке и что вся страна в Фейсбуке. И вот здесь они прокололись. Они получили 24-45, да, насколько я помню. Ну, и я прогнозирую, что в лучшем случае они будут иметь 4, ну, максимум 5% на парламентских. Вот то и есть, все. То есть партия президента, несмотря на переформатирование, на новые лица там в начале списка и так далее, многие, да, ты думаешь, что они еле-еле в лучшем случае преодолеют барьер? Я, кстати, приветствую вообще, несмотря на то, что я являюсь жестким оппонентом с 2014 года Петра Алексеевича Порошенко и его политической силы, вообще считаю блок Петра Порошенко, то есть уже вканувшую в эту партию партии казнокрадов, да, то есть абсолютным аналогом российской партии жуликов и воров. И, ну, то есть для меня, ну, то есть имею в виду общесемантически, то есть это партия казнокрадов, как по мне. Вот, то сейчас те новые люди, которых он сейчас ввел, по крайней мере, в первую пятерку, первую десятку, я приветствую. Я, там, Яну Зинкевич, да, Забродскую, то есть, да, вот, то есть это прекрасно. Вот, я надеюсь, что все-таки это каким-то образом освежит. Они сожрут друг друга, партии Порошенко и партия «Голос», например? Ну, я думаю, что «Голос» откусит у Петра Алексеевича очень много, да. Я думаю, да. Ну, я не уверен, что «Голос» наберет столько, сколько они хотят набрать, да, они хотят выйти, насколько я знаю, за 10%. И дальше расти. Но я думаю, что они Петра Алексеевича обдерут как липку, это правда. И вот, ну, я даю 4-5% Петру Алексеевичу. То есть это разница, 4,5 это разница, да, это быть не быть, как бы, ситуация. Ну, по-хорошему, да, ну, вот так. От Зеленского Вакарчук не отгрызет ничего? Нет, у них не пересекается, насколько я понимаю, электоральные поля абсолютно. Вот, поэтому, где-то что-то, возможно, и отгрызет. Потому что те люди, которые голосуют не головой, а эмоциями, ну, они будут в последний момент уже решать. И очень много факторов будет влиять на их выбор окончательный. Вот, проснется человек с утра с похмелья, и вот здесь уже, кстати, вообще как карта ляжет. Что с утра будет? Будет крутить «Квартал ТВ» или кто-то включит ему «Я не сдамся без бою». Вот так он и проголосует. Ну, ты сейчас смеешься, а у нас очень много людей. Это очень упрощенно, но большинство людей голосует именно так. Вот у нас завтра суд конституционный. Мы обсуждаем выборы, которые еще пока под вопросом. Значит, завтра Конституционный суд Украины рассмотрит указ Зеленского о распуске парламента и внеочередных парламентских выборах, которые назначили на июль. Чуть больше, чем через месяц должны быть уже.
А сегодня президент заявил, что пойдет сам лично на заседание суда. Впервые, как он сказал, не знаю, правда это или нет, за 28 лет впервые идет в суд президент, как он написал, сказал. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Facebook. Давайте послушаем президента и обсудим. Всім привіт. Завтра Конституційний суд України буде розглядати питання розпуску парламенту. Ви знаєте, і мене запросили на це засідання, і це буде вперше за 28 років історії незалежної України, коли президент прийде на засідання Конституційного суду. Саме так буде, а не навпаки, коли хазяїн визиває своїх слуг, своїх суддів до себе в кабінет. Обов'язково буду. Ми впевнені в нашій юридичній позиції, але найголовніше – це моя позиція як президента. Коли я розпускав парламент, це був величезний і є величезний запит українського народу, волі народу. Я завжди її буду захищати. Я вас підтримую і відчуваю, і завтра буду відчувати вашу підтримку. Засідання Конституційного суду о 10 ранку. Ну и вопрос нашему гостю Сергею Иванову. Во-первых, как ты считаешь, законно или незаконно распустил парламент Зеленский, назначил новые выборы? Ну, в соответствии с Конституцией или нет, да? И это первый вопрос. Второй, что решит завтра КС, по твоему мнению? Сложно сказать, законно это было сделано или незаконно, потому что, как мы знаем, Народный фронт вышел из коалиции, и формально, так сказать, у них было там 30 дней, да, там в соответствии с Конституцией на формирование новой коалиции и так далее, и так далее, и так далее. Хотя, все мы прекрасно понимаем, что коалиции де-факто не существовало с 2015 года. Но это не оформили, то есть развод был не оформлен. На самом деле, так не оформили и коалицию. Начнем с того, А ее не было? Ее по факту не было, да. Да и по факту была какое-то время, но до юра не было. Конечно, ее объявили, но потом там вышла Тимошенко, потом Самопомощь и так далее, и так далее. То есть я думаю, что здесь уже, собственно говоря, несмотря на то, что я считал, и, наверное, даже считаю, хотя уже как бы с мыслью о том, что будут досрочные выборы, что не было острой необходимости распускать парламент. Можно было. Я все-таки всегда ратую за конструктив, да, и за сотрудничество. Европейский диалог. Конечно, да. То есть Верховная Рада должна была с президентом, мне кажется, все-таки нужно налаживать какие-то взаимоотношения и нормально поработать, поздравить друг друга с избранием, их уже с окончанием работы, сказать друг другу спасибо, да, пожать руки и разойтись на новые выборы. То есть я хочу дожить до времени, когда в моей стране будет так. Но поскольку Верховная Рада сразу начала тыкать палки в колеса президенту, а президенту тоже, но он же не может отступать сейчас. Ему надо продемонстрировать о том, что он все-таки то, что он... нашла коса на камень. Да. Поэтому я считаю, что здесь, не нужно сейчас уже ушло то время, когда мы обсуждали законно, незаконно. Будут выборы. Да, завтра скажет нам суд об этом. Вот, выборы будут. Завтра скажет суд. Второй вопрос, ты мне задавал еще. В связи с этим. И все, вот вопрос своего мнения. Первый ты сказал, что второй вопрос, будет ли... Я думаю, выборы будут, конечно же, да. Не знаю, завтра даже если будет какое-то странное решение Конституционного суда, хорошо. Даже если не будет в этот срок, то все равно через месяц они будут. Конечно. Месяца, Но ведь да? там же вопрос, там в 1,5 месяцах на самом деле. Почему тогда вот такая коса на камень? Почему? Потому что, как почему? Меряются чем-то. Потому что уже началась сразу предвыборная кампания. На самом-то деле предвыборная кампания началась после оглашения результатов первого тура. То есть Петр Алексеевич понял, что он проигрывает. И начал уже, собственно говоря, педалировать, создавать вот эту вот истерию, на которой, собственно говоря, он продержался 5 лет. И, мобилизовать электорат. В общем-то, успешно продержался, да, достаточно, для себя в первую очередь, а для страны уже во вторую. И... Собственно говоря, здесь нет никакого конструктива, не надо его искать. Нет абсолютно никакого резона искать скрытые смыслы там, где их нет. Кому выгодно сейчас быстро и кому не выгодно сейчас быстро? Выгодно Порошенко, выгодно Зеленскому, всем остальным по барабану. И Вакарчуку? По барабану, думаю, мне кажется, ему бы чуть больше времени было. В теории, тем не менее, это не будет там критических каких-то цифр. Вакарчук сделал ошибку, что не пошел на президентский?
Ну, это надо спросить его Вакарчука. Нет, я тебя спрашиваю. Но это, извини, это Но лучше я не видно. знаю, хотел ли Вакарчук быть президентом. О том, что Зеленский хотел быть президентом, я знаю. А зачем мне президент нужен, который не знает, хочет А он или не Зеленский хочет? хотел быть президентом с самого начала, как ты думаешь? Я думаю, да. То есть тут история не с Трампом, который не думал, что победит. Например, Трамп не думал, что победит, и его советники и коллеги не думали. Они даже вот есть показания там в докладе Мюллера, как ему чувак какой-то говорит, значит, его... Ну, там говорит, разные цифры. Да, говорит, а зачем тебе это вот нужно, мы все равно не победим, да? И вот он победил. А Зеленский как-то, ну, ты знаешь или ты думаешь, что он хотел? Я знаю, что он хотел, но вот есть момент, который для меня не является очевидным. Я почему-то уверен, что он захотел еще сильнее, когда посмотрел на цифры. Вова очень прагматичный человек. Владимир Александрович, сори. Ну, расскажи что-нибудь личное про него, мне интересно. Вот, ну, не только мне, нас там куча людей смотрит. Расскажи лично про Зеленского, его никто не знает, кроме близких людей. Он, ну, он очень волевой человек. Это правда. Он очень волевой человек, он очень способный человек, очень талантливый человек. И не только творчески. То есть он на ровном месте сюда с голой, извините меня, задницей прибыл. Вот, и сколотил огромную корпорацию, многомиллионную, причем в долларовом эквиваленте, понятным бизнесом, понятным, прозрачным бизнесом. Он, насколько я помню, был первым из украинских селебритис, который задекларировал миллионы и сказал: да, я миллионер. Это было, наверное, лет 12 назад, может больше. Он очень дорожит своими друзьями и теми, кто играет в «Портале». Вы посмотрите, там же текучки вообще нет практически. Смотри, Там- это я вот в группах некоторых музыкальных, даже известных, я просто знаю, не в украинских, но там вот вроде бы фронтмен есть такой, да, а коллектив его ненавидит, да, ну и он к ним относится как... «Квартал» его обожает. Это другая история совсем. да. Абсолютно его обожают. А я за что? я не За могу что? за все... А я за не- что? Вот по идее он богаче их всех, да? Он владелец и так да, далее. да. За что можно уважать, вот какие качества, за которые могут уважать не только начальника, но и работодателя, хозяина предприятия, наемные сотрудники? Ну, потому что он создал им идеальные условия для труда, для заработка, понятные, прозрачные, одинаковые для всех. Вот условия. То есть там правила работают? Конечно, какие-то там расписанные? работают правила, да. Это Не то, что ты мне там вот зашел там по коньяку. Нет. Вот, но затем он не заносится. То есть у него, ну, как бы у него нет звезды. Вот мы с ним не виделись, наверное, больше 10 лет. И вот когда встретились, не так давно в кулуарах, когда он приходил на программу к нам. Вот, в общем-то, ну, то есть он не меняет отношения к людям. Ну, то есть, как бы он держится ровно всегда. Вот смотри, у Петра Алексеевича был и, к сожалению, остается кокон какой-то, да? Кокон из близких людей, из людей, которые, ну, понятно, что делают, отгораживают от остального мира, рассказывают, какой прекрасный человек, и что все будет хорошо, потом все это рушится и так далее. Вот непонятно из того, что ты сказал. Вроде бы человек такой общительный, открытый и незаносчивый, как ты говоришь. Он да? открытый, но не для всех, насколько Вот. я понимаю. Но есть круг людей, да, которому он доверяет. Вот, будет у него кокон своих людей, или он будет все-таки слушать других? Там, ну, условно, даже тебя, например. Я не думаю, что он будет слушать меня. Я думаю, что круг людей, которых он... Я думаю, что для него управление государством – это вот, нечто сродни ведению бизнеса. Вот. Я думаю, он будет слушать тех людей, которые доказали свою компетентность, которые доказали свою эффективность, и он будет как бы как-то править, да, руководить, будет как менеджер. Это правильный подход. Также руководил Петр Алексеевич. Он относился действительно ко многим вещам с бизнес-подходов, да? Вот, это, в общем, не очень хорошо закончилось. Но дело в том, что у Петра Алексеевича есть одно омерзительное качество. Петр Алексеевич считает себя умнее всех остальных. Зеленский себя не считает всех остальных. Ну, слушай, я сейчас как будто пиарщик Зеленского или какой-то... Нет, мне просто интересно, мы не пиарим никого. Но я вот, сравнивая Зеленского и Порошенко, могу сказать, что Зеленский не считает себя умнее всех других, и он как бы может, у него самоирония очень развита. У Петра Алексеевича самоирония отсутствует вообще наглухо. И Зеленский, он доверяет куски работы, большие денежные куски работы, ну, имеется в виду в своей корпорации 95-й квартал, вот, людям и всецело полагается на их профессионализм. Делегировать вот ответственность. Конечно. Но он так и сказал, говорит, ну, я не могу знать всего, поэтому я назначу тех людей, которые умнее меня. И, по-моему, в этом и состоит высшая мудрость руководителя.
Ну ты дал. А почему нет? Ты высшая мудрость руководителя. Ну да. Ну, я, прости за пафос, но я считаю, что это правильно. Но если бы я возглавлял какой-то там структурированный, сложно структурированный бизнес, либо какой-то государственный орган, да, такой мощный, вот, то я поступал бы так. Да, нет, абсолютно правильно. Я просто так прозвучало, что есть один риск определенный, да. Вот он доверяет каким-то людям, им он может делегировать что-то, да. И это будет вот за что ругали там, ну Петр Алексеевич правда не доверял, это точно, даже близким не очень доверял, да, все сам. И этот, предположим, что ты, как говоришь, не все сам делегирует. Но это будет некий круг лиц именно доверенных. Он людей со стороны будет брать в команду, людям со стороны будет доверять? Или будет только своим? Это будет опять некий клан? Нет, он вынужден брать людей со стороны, потому что у Не него хватает крайне ограниченный кадровый резерв, конечно же. А среди и без того ограниченного кадрового резерва в нашей стране существует еще одна проблема. Огромное количество людей зашкваренных, подкупленных, работающих на другие политические силы и вообще работающих на лоббистов и так далее, и так далее. То есть у нас вот этот вот очень токсично и очень, я бы сказал, заражено, да, вот этим вот вирусом круговой поруки и коррупции. Вообще это полностью все средовище, да, говоря украинском. Вот, то есть там выбрать особо не из кого. Поэтому, конечно же, он будет, набивая шишки, он обречен на это, набивая шишки, брать людей, которых будут все заплевывать, от одних будет избавляться, других будет защищать, ну то есть... Ну он, собственно, про это и сказал, по-моему, вчера, что ли, еще. Ну, на съезде сказали, да. что на суд общественности мы предоставляем. То есть он сказал, на мой взгляд, честно, что у него, ну, как бы он всех их даже не знает. И, по-моему, кто-то из его людей тоже сказал, что мы даже друг с другом не знакомы, да? Разумков, по-моему, да, сказал, да. Ну, мы сейчас перейдем, собственно, к спискам. Вот, ну, естественно, самый интересный список — это список партий, который имеет, ну, результаты опросов все видели, там почти половина — это как раз «Слуга народа». Это половина из, по крайней мере, тех, кто по спискам партийным пойдет, да? И вот кого же ведет за собой Верховную Раду, вы видите на экранах, это Дмитрий Разумков, ну, он уже известный человек по кампании, и до того он был политическим экспертом, там, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахамия, Галина Янченко, Михаил Федоров и Александр Корниенко. Ты знаешь кого-то из этих людей, хедлайнеров списка? Ну, я знаю Разумкова, да, я знаю Стефанишина, я как бы считаю, что Стефанишин очень сильный юрист. Это вне всяких сомнений, это правда. Стефанчук. Ой, Стефанишина, да, извините меня, она по другому списку идет. Вот, Стефанчук, Руслан Стефанчук, сильный юрист, вне всяких сомнений, это правда. Разумков, политтехнолог, ну, talking head, да, говорящая голова, да, то есть как бы человек, который живет в политической конъюнктуре и ходит по телеканалам. Настя Красносельская, она была многократно у нас в студии, кстати говоря. Ну да. Она эксперт по налоговому, она про антикоррупцию все время говорит. Ну, она же из ЦПК, да. Но смотри, это вот начало списка, да, там есть Александр Ткаченко, гендиректор. Сейчас Давид Браун, ну, который Арахамия. Да, вот мы вторую часть списка. Арахамия, ты хотел сказать? Да, Арахамия, ну, это же прекрасно. То есть я знаю там всех айтишников, допустим, тех айтишников, которых я знаю, все вообще просто плещут в ладоши, говорят, что это очень круто. Потому что и волонтеров, потому что человек, который создал успешный IT-бизнес, прозрачно его продал за огромную сумму. Ну, то есть из их среды и не жулик. Абсолютно не жулик, и который занимался волонтерством, который делал там и софты, в том числе для Министерства обороны и так далее, и так далее. То есть это очень как бы серьезный бизнесмен, и очень круто, что такие люди идут в парламент, это правда. Да, ну вот и вторую часть списка тоже покажите, мы немножко забежали вперед. Вот Настя Красносельская, о которой я говорил, Александр Ткаченко, Жан Беленюк, Ирина Верещук, Елизавета Богуцкая на 100-м номере, а Верещук на 29-м. Ну, это так уже для разнообразия мы дали других. Что по Ткаченко можешь сказать? Ну, тебе некорректно, наверное. Почему? Можешь? Ну, Ты там работаешь. Ну, если Ткаченко принял решение пойти в политику, ну, я не вижу здесь ничего странного. Ну, давайте будем уже откровенными. Ну, Ткаченко, при всей сложности его характера, как говорится, и он все равно как бы в нашей стране медиа-менеджер номер один.
это правда. И об этом как бы говорят все его коллеги, оппоненты и ненавистники. А зачем, ну зачем в Раду им? Но он хочет пойти, медиа-менеджер. может, хочет, он не резонно. бедный человек, у него есть понятный бизнес, у него есть, он может себе зарабатывать, кстати, занимаясь творчеством, да, то есть абсолютно, он же снимает фильмы и так далее, и так далее. То есть, Но не за деньгами, короче говоря. ну, я думаю, нет, я думаю, у него есть амбиции каким-то образом. Я слышал, по крайней мере, о том, что у него есть амбиции каким-то образом влиять на Киев, потому что он давно занимается, вот это, там, план реконструкции Подола, и там плюсы тоже этим занимались. Мэр хочет? Я не знаю по поводу мэров, потому что, но я знаю, что, я знаю другое, я знаю, что только пошли слухи, а Кличко уже, пардон, укакался, уже начал создавать, перетягивать себе, переназначать директоров. То есть там смысл такой, что если вдруг его переизберут, если вдруг Ткаченко назначит президент главой КМДА, вот, то у него практически ничего не останется в подчинении. Вот, потому что Кличко в мэрию все эти департаменты, структуры там быстренько все перевел под переводит. крышу. Да. Но это уже был скандал, да, уже по этому поводу. Хочет заниматься Киевом, он давно этой темой как бы одержим, потому что это нельзя назвать увлечен. Вот у него даже в кабинете висит вот это план реконструкции, везде вот это все. То есть Ну, смотри, хочет, Серега, пусть идет. Да, это хорошо все, но мы с тобой люди, ну, в общем, в целом опаленные войной России и так далее, да, то есть нам, конечно, Киев это неплохо, это важно, там то важно, IT нам важно и так далее, а кто будет в его списке заниматься войной, грубо говоря, ну, противостоянием России? Ты видел там таких людей? Я еще не изучал список. Не изучал. Я не изучал, но насколько я знаю и общался я с Апаршиным. Вот, это бывший человек от Гриценко, да, заместитель Гриценко. Вот, ну, все-таки он как бы кадровый военный. И вот я знаю, что он возглавит соответствующий департамент. А кто будет заниматься конкретно вот вопросами войны, я не знаю. Я смотрю, Кривоноса ж никуда не взяли, да? Почему-то Порошенко не взял его, странно, Ну, по не крайней мере, в убедил. тот список, что есть, нет. Ну, возможно, предложат Кривоносу. Я знаю, что у Зеленского была такая идея предложить он Кривоносу отказался? возглавить. Нет, он не отказался. Он пошел же работать тогда. Он не мог, потому что он работал в РНБО. Это довыборная еще история. Да, это была довыборная история. Вот. И я думаю, что можно будет, ну, я бы на месте Зеленского, скажем так, я бы, конечно, предложил Кривоносу, потому что это человек, который не вызывает ни одного вопроса ни у кого на самом-то деле. Ты имеешь в виду в список? Зачем ему список? Пускай человек занимается войной, тем, чем он умеет заниматься. Ну, я не знаю, заместителем начальника Генштаба, заместителем секретаря РНБО, министром обороны, может быть. Но я не знаю, просто вот как бы кадровый военный и менеджер военный — это разные вещи. Да смотри, вот в списке «Слуга народа» еще есть Аня Коваленко, она была в женской сотне на Майдане, ты ее знаешь, конечно, я тоже знаю, сейчас у нас тут была. Есть еще какие-то фамилии, которые я узнал и которые вызывают у меня, ну, уж точно не вызывают никакого там тревоги за то, что у них там в голове какая-то вещь там сомнительная про Украину, да? Но есть и другие люди разные. Есть, например, такой блогер, я не знаю, ты знаешь его или нет, Макс Бужанский. В том же списке, подчеркиваю, та же самая партия «Слуга народа». То есть вот партия идет на выбор в списке. По-моему, не в списке, но идет по мажоритарке, извините, но той же партии. И вот тут просто есть в Фейсбуке скрины. Ноябрь 2010 года кандидат от партии «Слуга народа», точно такой же, как те люди, о которых мы говорили, из этой же партии, пишет: на тему годовщины Майдана могу сказать его участникам только одно: вы убили эту страну, у меня все, отмечайте. Можете отфрендить меня, отписаться, что угодно, я горжусь нашими внутренними войсками, бывшими внутренними войсками. Буду предельно откровенен, засуньте себе туда 8 мая вместе со всей Европой. Это вот украинский пианист Павел Гинтов, он общественно активный, живет в Нью-Йорке, опубликовал. Ну, и как вот даже Кристина Бердинских писала из «Нового времени», что он такой антимайдан головного мозга на себя написал. Я того не знаю, не следил никогда. Ну, я лично с ним не знаком, у нас трения возникали раньше в соцсетях. Вот, насколько я знаю, он, конечно, ватный, извините, пожалуйста. Ну, вот то есть он ватный, да, с головы до ног, хотя вот, я не знаю, там, скажем, Леня Швец и Кочетков убеждают, что он не пророссийский, а вот просто он, ну вот
просоветский. Он, Ну, есть такая да. Ну, вот такое, вот это вот, да. да, советское. Вот. И, конечно же, мне непонятно, что он делает в этом списке. Вот. С одной стороны, да, с другой стороны, как бы, но я прекрасно понимаю, вот в свете того дефицита, о котором мы с тобой говорили, что он вполне мог там оказаться. Он мажоритаркой вроде идет, я точно не Какая знаю. разница? Да. Какая Да, разница? 25-й мажоритарный округ, Ну, место это Днепро. не имеет значения, потому что если он идет от Там партии, то он лейбак идет будет от партии. партии же Да. все равно. Вот. Я могу сказать, что для меня непонятно, кто его туда, скажем так, пролоббировал. Но давайте вот так поставим вопрос. Скажите, а кто пролоббировал Недаву в блок Петра Порошенко, правую руку Юрия Янакиевского Похожая после история, Майдана? похожая И, мне интересно, а Недава как относится к Майдану, когда его босс в бегах и еще с арестованным имуществом, там, хотя он уже себе, в принципе, все вернул, вот, я думаю, не без стараний того же Недавы и благодаря близости. Ну, мы же не Хочешь сравниваем. эксклюзив? Да, давай. Абсолютно. Никогда никому не рассказывал, думаю, ну уже можно. Когда-то мы общались с Юрием Витальевичем Луценко. Это было года 3 назад. 2,5, наверное, где-то так. И Юрий Витальевич Луценко в присутствии свидетелей, поэтому я как бы за слова могу за свои ответить, сказал следующее 2,5 года назад. Он сказал, ну мы же... Он, кстати, вот там, кто там кричат по поводу патриотизма и так далее, он в быту, в принципе, в основном русскоязычен. Ну, во всяком случае, в общении вот в тех кругах, в которых я, в общем-то, с ним встречался. Вот, он сказал, ну мы же понимаем, что придется вот Беркут нам зачислить Небесную Сотню. Яким чином? Трезвый был. Ну, во всяком случае, визуально. Ну, вот так вот он сказал. Вот его слова. Вы думаете, вот есть ли у тебя какие-либо сомнения о том, что об этой его позиции, которую он сказал, в общем-то, ну, посторонним людям, ну, все-таки рассчитывая на некую кулуарность, но тем не менее, вот, есть ли у тебя сомнения, что об этой его позиции не знали там все наши записные патриоты, типа Иры Геращенко, типа Иры Луценко, опять же, да, с которой он, извините меня, спит рядом, и которая требует у Недавы вынести этого козла. Вот, типа Петра Алексеевича Порошенко. Понимаешь, вот что меня напрягает, так это вот на людях мы вышиванки на себе рвем в патриотическом экстазе, а когда доходит до кармана, извините меня, так тут и Олег, да, там правая рука Янакиевского гангстера, может козла, если что, вынести. Вот, я начинаю заводиться, давай следующий Не вопрос. заводись. Вопрос в продолжении этого. Еще один кандидат, который вызвал дискуссии. К сожалению, одна публикация про Жана Беленюка, спортсмена, была омерзительная. Причем журналист государственного издания написал российский текст. В общем-то, про него я просто обалдел, честно говоря. В издании извинилась, конечно. Ну, так идет по европейской солидарности, идет антисемит Полий. Но ведь это, это тот, который... Да, ну вот кто их отбирает туда? Да. А потом мы удивляемся, что там где-то проскальзывает. Да, ну понимаете, ну это страна такая. К сожалению, куда ни кинь, с одной стороны Полий, с другой Бужанский. Ну понятно, что они куда-то попадают. Что какую-то одну партию собрать? Ну я бы с удовольствием их собрал бы даже не в партии, а где-то в трудовом лагере, например. Вот, с патриотическим, с углубленным патриотическим воспитанием. Так вот, Жан Беленюк давал когда-то... Стоп, да. И параллельно учил бы толерантности, кстати. Да. Хорошо. Жан Беленюк 10-й номер в партии. Спортсмен, известный, с достижениями, все нормально, да? Что он говорил в интервью Янине Соколовой в программе «Рандеву». Значит, сейчас скажу. Тут много чего, но ключевая фраза. А вы гордитесь теми людьми, которые сейчас умирают за Украину? Ответ. Как по мне, они умирают ни за что. А до этого он сказал, как по мне, мы из одной зависимости попадаем сразу в другую. Мы не можем быть самостоятельными. В любом случае, если не Восток, то Запад. Запад, значит, будет диктовать нам свои условия. Сейчас политика одна, выборы пройдут, и она уже может быть совсем другая. Вот, то есть, ну, скажем так, мягко, ну, судя по этим цитатам, каша в голове. Не? Ну, по поводу людей, конечно, он напрасно так, но опять же, зная такие немножко Янину, я бы хотел увидеть эту цитату полностью. Ну да, можно же смотреть, вот, да. Это не Нина писала. Не, я понимаю. Ну, то есть я пересмотрю этот фрагмент. А что касается внешнего управления, но ведь это же правда.
Мы управлялись Россией, потом мы длительное время управлялись Западом. Я, честно говоря... Не, ну просто стоит знак равенства между управлением Россией и тем, Нельзя что ни в коем нельзя, случае. да. Нет, ну, конечно же. Россия это какое-то, ну, там не на что равняться. Это абсолютно гангренозное геополитическое явление. Это смерть, Надеюсь, короче, временное, да. Вот Но и просто всё. я же не вменяю, он тем более спортсмен, да? Он мало политики понимает. Там, ну, скорее всего, это цитаты так и есть. Человек плавает, да? И вот наравне с людьми, о которых мы говорили, по большому списку заходят люди, которые либо вообще в другую сторону плывут, либо плавают вообще непонятно где. Что с этим делать будет Слушай, партия? ну привлечение селебритис это нормальная практика. Ну просто вот на Западе, да, ну там в Америке, скажем, у них просто другая система, как бы. Ну давайте вспомним, кто поддержал Трампа, да? Кид Рок, Канье Вест, вообще там все тупо фонарели, которые считают Трампа белым расистом и предводителем реднеков. И тут Канье Вест. Давай За самого него- Трампа вспомним. У него такая каша в голове, что там... Ну да. Каша в голове и на голове тоже, да, каша. Вот. Это нормальная практика, конечно же. Тут уже вопрос больше к самому Жану на самом-то деле. Вот. Насколько он здраво оценивает свои, так сказать, ну, свою интеллектуальную мощь. Вот, и способность принести какую-то пользу стране. Вот и все. Давайте рассмотрим список партии «Голос». У нас не так много времени, но просто это новые партии, поэтому интереснее, чем другое. Да? Но вот партии «Голос», лидер списка понятно кто, Святослав Вакарчук, далее Юлия Клименко, далее Кира Рудык, далее Ярослав Железняк, Александра Устинова, Олег Макаров, Ярослав Чурчишин. Вот Ярослава я знаю, ну, Славу тоже, Вакарчука знаю. И кто там еще в продолжении? В продолжении у нас тоже, как бы мы все его знаем, Сергей Рахманин, известный журналист, аналитик, политический обозреватель, замредактора крупной газеты. Салмея Бобровская — это Одесса. Да, я знаю. Ольга Стефанишина. Стефанишина, Да. Рустем Умеров, это Да, Меджлиса представитель, Тамила Ташева, она представитель Крымсос, и Сергей Притула, 30-й номер, это его таким сделали паровозом, который должен подталкивать этот список вверх, потому что 30-е место — это на грани прохода, там, и даже за гранью может быть. Я думаю, да, я думаю, за гранью. Да, ну, давай оценим. Я считаю очень респектабельный список. Очень Кого хорошие ты люди. выделил сам? Мне все нравятся практически. Ну, может быть, там вот я немножко скептичен в отношении ЦПК, вот, потому что все-таки они, и Виталик Шабунин, прости меня, но тем не менее вы слишком долго покрывали коррупцию НАБУ, и это привело к тому, что уже НАБУ начало покрывать коррупцию уже у Свинарчукова и так далее, и так далее. То есть я считаю, что нужно как и стоять за своих, так и вовремя насыпать своим. Вот тогда все будет работать. У нас так не принято. У меня принято. И все остальные люди очень мне нравятся. Единственное, конечно же, я сожалею, что Сергей Притула идет на заведомо, ну, пока, на данный момент. Его бы ты хотел как раз в проходной части. Я хотел бы, конечно, давить Притулу. Я уважаю этого человека, я уважаю то, что он делает. И я вообще, я вообще хотел бы, чтобы между «Слугой народа» и между «Голосом» возникла некая, так сказать, парламентская дружба, чтобы они сделали коалицию, потому что там рекордное число действительно новых людей. Смотри, ну люди новые, но люди разные. Получится такая коалиция или нет? На каких умовах идеологических, там, политических? Только на идеологических. Дело в том, что в прошлом парламенте, в меньшей мере, чем во всех предыдущих парламентах, все-таки главным связывающим звеном вот всех политических интересов являлись деньги. В этом парламенте очевидно, что деньги гулять не будут. Ну, по крайней мере, так же, как гуляли раньше. Нет. Это уже очевидно, это уже задекларировано не на уровне. будут. Мы же знаем, как платили черные кассы депутатам. Ну как, да. ну Опоблок, я думаю, конечно же, будет платить, как и раньше, своим депутатам, это понятно. Вот. Но я думаю, что сейчас это нынешний парламент, ну точнее нынешний, а парламент, который будет, это парламент амбиций. Это парламент реализации своих Причем амбиций. многих молодых амбиций. Ну, конечно. Карьеристских амбиций таких. Ну, просто вот до этого люди приходили, многие, потому что вот как бы, ну, вовремя, скажем так, впрыгнули
засунули в вагоны, которые от Майдана отходили, да, вот после революции, так сказать, пришли, многие люди пришли как бы молодые действительно, но их было все равно критически мало. И вот Егор Соболев был передо мной в эфире. Это один из тех людей, которых я очень уважаю, который остался как бы верным себе, да, и своему принципу, и своим принципам. Вот, но таких людей, как Соболев, я могу пересчитать, наверное, на пальцы одной руки. Но их должно быть таких, ну, 100 хотя бы. Я думаю, это мало. Я думаю, их должно быть как минимум не конституционное, хотя бы простое большинство. Но есть вероятность другая. Есть вероятность, что у нас, кстати, забываемый, но второе место он занимает отнюдь не Вакарчук. Конечно. И даже не Порошенко. А занимают у нас рыги бывшие. Но это не рыги, это как раз не рыги. Это вот конкретно, потому что рыги это больше все-таки донецкий клан, это тот, который сейчас... это конкретно пророссийское крыло. Ну вот рейтинг мы видим, да? За життя. Но это пророссийское крыло, абсолютно. Вот это Медведчук, то есть представитель Путина, это Бойко, представитель Фирташа и Могилевича, это вот весь клан Левочкин, да, то же самое. 12% сейчас. Конечно же. Ну, а мажоритарку добавим, сколько они возьмут на мажоритарку? Я не знаю, мне сложно сейчас прогнозировать. Я еще не видел, конечно, запросто. Ну, не факт. Я думаю, что вот как раз конъюнктура складывается таким образом, что «Слуга народа» может повыбивать их из многих. А ОП-блок выбьет откуда? Вот как конкуренция с ОП-блоком будет происходить? В смысле? Там же еще ОП-блок есть, это «За життя». Есть ну, я понимаю. Да нет, оппозиционный, там что-то там платформа «За життя», а ОП-блок, ну, ОП-блок будет в основном идти по мажоритарке, насколько я понимаю. Я не вижу, я не вижу них. А ты, думаю, абсолютно верно сказал, что действительно откровенно пророссийские силы, да? Ну да, потому что донецкие это были как бы там жилье, но это было как бы наше жилье, да, то есть украинское. То есть им было невыгодно отдавать там, условно говоря, да, они как бы, они, конечно же, повели себя крайне, я слово цензурное не могу подобрать, отвратительно, скажем так. Они повели себя, когда начиналась оккупация. Ахметов, конечно, мог поступить так, как поступил Коломойский, будучи богаче Коломойского, но не поступил. Вот, поэтому, конечно же, вот эти крепкие донецкие хозяйственники, конечно, все профукали. Вот из-за этого. А это конкретно пророссийские силы, которые, как мы видим, летают в Москву уже неприкрыто. И да. меня, кстати, радует реакция президента, да, на то, что, допустим, там заявила там многострадальная юречниця Мендель о том, что просит дать правовую оценку Генеральную прокуратуру, а Генеральная прокуратура снова-таки открестилась. Да. То есть, если открыть уголовное производство по заявлениям там каким-то Кучиным, так мы можем, извините меня, по государственной измене, то по государственной измене Бойко и Медведчука мы не можем почему-то открыть уголовное производство, и сегодня Сарган это выкладывает. Ну что за бред? Просто Юрию Витальевичу уже нужно собрать уже чемодан, забрать свою кружку. Вот. Я думаю, что он ее потерял. Потому что судя по его поступкам, он раньше, да, всем показывал, вот я помню, я же сидел, вот я помню, я буду всегда на нее смотреть, на эту кружку и вспоминать. Судя по всему, он ее потерял, потому что то, что он сейчас делает, это то, что он делал, будучи на посту министра внутренних дел тогда, за что он потом сидел, это просто небо и земля. Но мне кажется, все равно пророссийских по разным каналам пройдет достаточно много. Ну, достаточно много, но это и неплохо на самом-то деле. В чем тут неплохо? Нет, ну лучше бы их не было совсем, конечно же, но это неплохо, потому что есть понятный враг. И вот как раз, это как вот калька определенного, калька говорю, это как, извините, меня вылетело слово из головы. Срез общества. Нет, не срез общества, это вот когда проявляется, да, вот когда капаешь, она проявляется. Проявитель. Не проявитель, вылетело слово из головы, бог с ним. Вот, то есть те политики, которые будут идти на коллаборацию с этими, вот я не могу сказать, это политики, с этой пятой колонной Лубянки, то есть с ними будет все понятно. Это не мягкая коллаборация Петра Алексеевича Порошенко с ОП-блоком, с ахметовскими силами и так далее в течение 5 лет. Это открытое будет как бы уже... Смотри, но Петр Алексеевич при всем его отношении, он антиукраинскую риторику, от него не было слышно. А какая разница, какая риторика? Ну, слушай, все-таки слово имеет значение. Вот сейчас они войдут в Раду, вот эти ребята, их будет больше
раза в 3. Чем В смысле не было антиукраинской риторики? От Блока не было? Нет, от Порошенко не было. Ну, а Порошенко, конечно, не было, да. эти сейчас войдут огромное количество, начнут ломать все проукраинское. И мовный закон начнут ломать. Не найдутся, там же тоже даже президентская фракция говорит, что нужно что-то присмотреть. И не найдут каких-нибудь себе... Ну вот, короче, у нас минута остается. Насколько опасна попытка именно антиукраинского реванша? Не антипорошенковского, а именно антиукраинского. Я не верю в антиукраинский реванш. Почему? Это, потому что уже время, когда он мог бы состояться, уже упущено. У нас трансформировалось общество. Безнадежно для этих парней. Вот. Я не верю в антиукраинский реванш, его не будет. И то, что сейчас вот эта вот издыхающая кремлевская гидра, бросив огромное количество бабла, несется в Верховную Раду, но я думаю, что это будет их последний светский выход. Вот и все. Да, я забыл представить, когда говорил Сергей Иванович, что у нас в гостях оптимист. У нас в гостях оптимист был Сергей Иванов. Наша программа подошла к концу. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал АТР в YouTube. Там всякие интересные сюжеты, в том числе все интересное, что было в этом интервью. Всего доброго. Далее выпуск новостей «Заман». Спасибо. Торгівля чорним паливом. Як працює нелегальний ринок газу та нафтопродуктів в Україні? Скільки нелегальних заправок на карті країни? Що робить влада у боротьбі з тіньовим бізнесом і які існують методи протидії та ліквідації схем? Про це говоримо в новому випуску програми «Бізнес і влада» у вівторок о 21-й на телеканалі АТР. Этим словом «предатель» его называли не раз, как и всех героев Второй мировой войны – крымских татар. Депортация 1944 года заклеймила всех. Тавро предателей носили и они сами – герои и орденоносцы, и их дети. Справедливость всегда торжествует, но на сей раз она явно запоздала. Перечисление даже некоторых его регалий звучит внушительно. До войны председатель Алуштинского райисполкома. Во время войны один из руководителей партизанского движения в Крыму. После войны активный участник крымско-татарского национального движения. Измаил Хайрулаев. Вехи и события. Смотрите в воскресенье в 18:00 в программе «Тарих Садасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Халкара бала ve gençler icadi festivali çerçevesinde 130'dan ziyade istidatlı balalar bir sanada toplanacak. Bu yıl Tatlı Ses ilk sefer festival olarak ötkerilecek. Tatlı Ses bayramına